куяр сетиминен көрәтчүләр. Бүгүнгү биһиги бу буспутугар ыржыппыт, тататагы литси, онус кылаахан үрнәттә. Ис дуаттан ыллыр, уал, кохоннот, асастырын сөглүр болан биһига бүгүн ыржытты келле. Закаров Миша. Да. Здравствуйте. Чайвандан бен тускунан кепси-кепсиген, бен биһига бүгүн тугар асты келлегини. Ага, фундук и шоколадную карамель. Это такие вот десерты, которые к нам в Россию завезены были примерно в 18 веке из Франции. И именно эти пирожные сегодня мы будем и готовить. Давайте сначала смешаем муку и все сухие ингредиенты. Ага, обязательно все в весах взвешиваем и добавляем. Да. Вот, муку добавляем. Сахарную пудру. Сахар был батак, сахарная пудра, да? Да, потому что если мы добавим сахар, то у нас все пойдет такими некрасивыми комочками, так сказать. Возьмем какао. Также добавляем и миндальную муку. Нам понадобится всего лишь столько. Все взвешиваем обязательно. Да. В кондитерском искусстве вообще все надо взвешивать на весах, потому что главное точность. Также какао. Эти рецепторы батын бәйін илгенен көргенде де? Да, резко вот так. Бывают моменты, когда придумываю. Это обычно чаще всего ночью бывает. Да, вот столько. И все это сейчас будем перемешивать венчиком, чтобы насытить воздухом. Теперь мы должны разбить яйцо строго по граммам, потому что некоторые люди тоже считают, что если яйцо просто так добавить, то ничего страшного не будет. Но от одного яйца зависит вся жидкость всего теста. А мы сегодня готовим именно миндальное шоколадное сабле. Перемешаем это обязательно. Вот. Полностью желток, белок совмещаем. Тщательно. Да, очень. Вот с 11 лет, получается, начинал все с печенек. Они у меня часто подгорали. Также я любил очень печенье с корицей, где постоянно перебарщивал с корицей и того рот весь. Да. Теперь, получается, возьмем весы. И вливаем строго по грамму. Так, возьмем, получается, это аккуратненько. В нашем случае 16. Вот так. Сразу же отмерим масло, которое впоследствии нам нужно будет. А нам всего лишь нужно будет 45 грамм масла. Вообще все граммовки там будут специально выданы, потому что у нас здесь на 2 штучки, а там уже на 10 полный рецепт. Ага, здесь у нас чуть поменьше. Ровно 45. Откладываем. Добавляем. И это тоже добавляем. И теперь все это... Вообще, некоторые люди любят перемешивать миксером. Но я же предпочитаю старинный способ перемешивания рукой, потому что так мы можем полностью прочувствовать все тесто. Да, холодное сливочное масло берем, чтобы впоследствии оно нормально так превратилось в крошку. И
главное, вот, все масло это должны мы превратить в тщательно однородную массу. Потому что иначе оно будет в каких-то местах выпячивать и так далее. Вот это тесто такое хорошее, я его постоянно называю сабле, с французского песок, да? И здесь у нас преобладает этот миндаль, который дает прекрасное послевкусие, и какао. И поэтому, когда ты пробуешь это песочное тесто, все время отдает такой терпкий шоколад и миндаль. Некоторые часто говорят, что я все время покупаю в магазине, ага, и обвиняют, что я их обманываю и тому подобное. Конечно. Я пою еще, читаю стихи, занимаюсь ораторством. Ага. Да, тоже. Да. Мы эту песню... Мне вообще об этом сказали за 2 дня до концерта и сказали учить текст. И за эти 2 дня я усердно читаю и днем, и вечером выучу. Да, однородная масса. А вообще главное не переборщить с мешанием, потому что если мы чересчур много будем перемешивать, то у нас тесто получится очень черствым, твердым и непластичным. А нам еще нужно после этого всего формировать бортики и основу. Ага. Вот как оно соберется, так и все заканчиваем. Больше не трогаем. Ни в коем случае. Уже почти. Да, уже практически уже заканчивается. Собирается полностью в один комочек. Достаточно. Теперь это тесто нам нужно поставить в холод на 4 часа. Обязательно минимум на 4 часа. Потому что тесто любит пластичность и холод. Только не пластичные бывают. Да, потому что в его составе у нас есть масло, которое впоследствии у нас будет таять. И для предотвращения нам нужно положить его на 4 часа минимум в холод. И все. Теперь у нас тесто в холодильнике отстоялось, и мы должны его раскатать. Берем нужное количество пергаментной бумаги. Мы обязательно раскатываем его на 2 бумагах, чтобы она не прилипала к скалке, так удобнее работать. Вот такой, так сказать, лайфхак от меня. И обрезаем вот так вот. Да. Берем наше тесто. Да. Это у нас силиконизированная пергаментная бумага. И именно на этой бумаге очень хорошо отстаивает тесто. Накрываем. Рецепты я обычно придумываю сам, беря некоторые файлы, знания из книг, из интернета, и начинаю все это собирать в один рецепт. Да. Например, это тесто я сам придумал, а вот начиночку я позаимствовал у европейского автора какой-то книги. Вот орешечки, которые мы сегодня будем готовить, я позаимствовал у одного кондитера, шоколадную карамель у другого. И таким образом я совмещаю эти рецепты, и получается один прекрасный рецепт. Да, тоже можно. Главное, все в будущем, и всего нужно тщательно добиваться. Совсем нет. Да? Как вы думаете? Я хочу стать юристом,
освоить профессию, так сказать, либо нотариуса, прокурора или судьи. И вот это вот пение, например, кондитерство, Ben holding да, как хобби. Все наше тесто обязательно раскатываем в тонкий-тонкий пласт, потому что тесто, ну, если будет тонким, будет прям вообще прекрасно, будет таять во рту. А если он будет толстым, то он только будет твердый и какой-то не очень такой на вкус. Раскатываем тщательно и тонко. Примерно 0,5 сантиметров. Миллиметров даже сказать. Теперь наше тесто отправляем в морозильник, чтобы вот этот вот пласт, после чего мы могли нормально сформировать такие вот корзиночки. Отправляем на холод до такого вот твердого состояния. Теперь мы будем готовить карамелизированный фундук. Смешаем мы, конечно же, естественно, фундук, так сказать, и сироп B30. Как его готовить? Сразу скажу, что это у нас 60% сахара и 40% воды. Все это мы перемешиваем и в сотейнике на среднем огне помешиваем до растворения всего сахара. И получается вот такой вот прекрасный вот сироп, который мы перемешиваем с фундуком сразу же. Фундук заранее я выпек, почистил. Ой. И все перемешиваем. Теперь мы все это перекладываем на противень, и мы будем готовить в духовке до такого золотистого состояния, и он в тартах будет пирожных вот этих таким хрустящим карамельным вкусом отдаваться, вообще потрясающе. Выкладываем. Вообще можно делать на силиконе, но у нас духовочка маленькая, поэтому мы будем на пергаментной бумаге работать. Можно, пожалуйста? Спасибо. Выравниваем это все таким слоем одним. Вот. И в духовку на 160 градусов, а заранее подготовленную, на примерно 20-15 минут. Все зависит от духовки. Орешки у нас охладились, и теперь мы все это должны разделить, так сказать, и переложить в отдельную тарелочку. Карамель сойтут. Ага, карамель у нас остыл, поэтому крошу на отдельные орешки. И они будут прекрасно. От них прям вообще исходит такой прекрасный аромат, да? Вот. Кстати, это еще один плюс работать с силиконовым ковриком, потому что от силиконового эта карамель быстро отходит. Ага. И вот у нас тесто подморозилось. Мы его обязательно с двух сторон вытаскиваем от пергаментной бумаги. И сейчас начнем формировать сразу же быстро. Вот отсюда вот такой вот берем. Если не берется, то аккуратненько ножичком берем и перетаскиваем вот таким вот образом. Сразу же наставляем. Это все очень кропотливая работа, так сказать. Со всех сторон придавливаем, чтобы все было прекрасно. Это тоже так вот забираем. Берем также. И тоже аккуратненько формируем. И со всех сторон, главное, затыкаем. Теперь у нас снова тесто заморозилось, твердый пласт. И теперь мы будем формировать бортики. С бортиками вообще нужно очень-очень аккуратно, потому что иногда бывает такое, что среди низом, основой и бортиками остается дырочки, из-за которых я часто переделываю основу. Да, и теперь мы вот это вот аккуратненько
Вот это у нас тоненький пласт, он легко может сделаться, порваться, поэтому аккуратно работаем с тестом и немножко придавливаем к низу. Запоминаем, что вообще тарты это очень кропотливая работа, и с ними довольно трудно работать. Но если стараться, любить это дело, то все прекрасно и идеально получается. Да, у нас здесь не хватило немножечко теста. Берем еще и отрезаем вот такой вот бортик. Да. Все, и аккуратно придавливаем со всех сторон. Главное, чтобы вот это вот тесто у нас прилегло к бокам, к основам. Потому что если мы как-то не так засунем, она упадет в течение духовки, когда будет готовиться. Так. И так, это у нас отходит. Открывается, да? И получается вот так вот аккуратненько на себя отрезаем лишнее. Строго работаем прямо. И все. Tahanan takkawarin din baladi, kuatang kalubit baladi. Туба? Тесто? Нет. Да, начинка. Начинка. Поэтому аккуратно все без дырочек выравниваем. Теперь работаем с вторым. Тесто уже немного растопилось, поэтому работаем быстро. Это прям самый главный критерий. И снова выравниваем вот эти вот основы, бортики, и придавливаем к перфорированному кольцу. Кстати, мне рассказал, что, конечно, вообще лучше в идеале работать с перфорированными ковриками и перфорированными кольцами. Но если у вас такого нету, то, конечно же, можно использовать обычные железные такие металлические корзинки. Тоже неплохо получается. Главное, после этого на него рис положить или гречку. Вот по таким вот старым принципам и методом работы. Но здесь не хватило чуть-чуть, поэтому добавляем еще тесто. Аккуратно. Этого мало у нас, поэтому прощаем. Берем вот столько. Да, немножко прижимаем. И с этим, тоже поступаем так же. Нож держим прямо. И вот себя. Все. И вот мы ровно все сформировали. Не пропустили каждую дырочку. Можем, конечно, немножко в морозильник положить, чтобы все тщательно заморозилось. Но это, конечно же, детали. И теперь отправляем в духовку на 15 минут, разгретую до 160 градусов. Теперь у нас выпеклись тарты, основа для тартов. И теперь достаем. Вообще, в идеале нам нужно было, еще раз повторюсь, готовить на перфорированном коврике. Оно дает нам что? То есть без пузырей выпекается на перфорированном. А когда у нас закрытая поверхность, то у нас образуются вот такие вот пузырики. Ага. И теперь мы вытаскиваем все это из форм. Мы вытащили их из форм перфорированных колец. И давайте заполнять их карамелизированным фундуком. Ну вот это вот все, что выпекли, поровну делаем. У нас рецепт на 2 штуки, там у вас рецепт на 10 штук. И поровну на 10 штук делайте. По всей вот форме.
Вот таким образом мы все выровняли. И сейчас будем готовить карамель. Мы нагреваем сливки. Сливки у нас от 33% идут и больше. Вообще меньше я не советую брать, потому что это все у нас скажется на нашей основной массе. Вот. И теперь греем. У нас начала подплавливаться по бокам карамель. С боков убираем наш сахар и уже в дело задействуем нашу лопатку. Теперь сахар у нас янтарного цвета дошел. И теперь сразу же вливаем сливки. Осторожно, не боимся кипения. По бокам тоже все убираем. Теперь заранее замоченный листовой желатин мы отряхиваем от лишней воды, сжимаем. И вот таким вот образом он у нас выглядит. Бросаем в карамель. Он сам берет свою воду, сколько ему нужно, и растворяется в горячей среде. После, если что, у нас вот такие вот появились комочки. Эти комочки мы можем через сито сделать. Ничего страшного, такое бывает. Все. И теперь мы сюда вливаем наш бельгийский молочный шоколад. Это все у нас из интернет-магазинов. Вообще, если хорошо поискать, то и в Якутске, в кондитерских, для магазинов для кондитеров можно найти. Ну и собирая вот так можно уже собрать такую вот коллекцию из разных ингредиентов, импортных ингредиентов, так сказать. Да, вот такие вообще практически не продается даже. Поэтому все лучше заказывать в профессиональных, так сказать, магазинах. И карамель нашу процеживаем через сито, потому что у нас появились комочечки. И наш шоколад. После мы будем делать эмульсию. Работаем исключительно лопаткой, потому что лопатка у нас все полностью со стенок собирает. Вот. И очищаем. Вот, пожалуйста. Все это таким образом убираем лишнюю карамель, чтобы она все спала. Теперь в эту же массу мы добавляем сливочное масло. Так. И делаем эмульсию. Даем немножко постоять, минут 2-1. И будем делать эмульсию с помощью блендера, потому что правильная эмульсия делается именно с помощью блендера, не ложкой, не вилкой и тому подобное. И теперь строго перпендикулярно вводим, чтобы вывалился блендер, и включаем на турбо. И теперь мы вливаем нашу карамель сразу же в эту массу, в основу, в которой уже есть наши карамелизированные орешки. Да, и сюда тоже сливочку. Работаем аккуратно, потому что здесь все горячо. И теперь мы берем тарт и перемешиваем вот эти вот орешки с нашим вот шоколадной карамелью. Ага, потому что если мы перемешаем, то будет прекрасная текстура выпячивающих орешек. И это все будет очень аппетитно выглядеть. Потому что если мы просто вольем, а у нас эта масса очень густая, и в некоторые щели не попадает. И таким образом будем делать и с тем тартом. И вот теперь мы растопили наш шоколад молочный. Будем сейчас декорировать. Каким образом? Все это шоколад переливаем в кондитерский мешок.
тоненькое отверстие отрезаем. Так, ага. И сейчас. И вот такая у нас красота получается. Так, что на береге беги чай, я пойду на хаян, да, на амсай. Да, обязательно. 아주 fructuoso чай. Так. Опишите вкус. А주 ну молочный шоколад полностью байди. Да, очень такой нежный вкус обладает. И скажите про орешки. Орешка карамелизированный доматом душевый. Да, такие хрустящие орешки. Хрустящие, он бери бухарlı bitti. Да. Олейна хашемтанах. Ну шемтаны берет. А что насчет сабле? Проблемы на хашуи. Она таким хорошим терпким шоколадом отдает и миндалем. Да, мы мишь бихар гран мандага читавка просто маханы махтана бын. Он бу уйна хайдатур на аяту тахарт. Да, и вам тоже огромное спасибо. Мне было очень приятно сегодня здесь с вами готовить. И надеюсь, вот на дальнейшую работу. Да, тади. Он бахалста биха, те бян табидир рыгаттан каратак. Так. Une blanche ne sent pas blanche, peine éclair, semer l'étoile. Petite roue, l'étoile étanche, stress le voile. Ma route de ténèbres, je passe deux heures infinies. Comme l'homme au temps funèbre, qui t'épaisse mes insomnies. Minuit est là. Je ne dors pas. Et puis passer mes nuits, je danse à ta madre, te kikati. Tu s'envoles, tu balances, tu m'étales, tu m'enfuis. Je ne tape, tu ronces. La vie d'une maladie, c'est que rêve. Oh, bête les chanceleuses, trop des insomnies, c'est que rêve. C'est bête les chanceleuses, trop des insomnies, c'est que rêve. Oh, bête les chante quand moi j'ai des insomnies. Oui, Najre.